Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем печь пирог под названием сметанник. Многие как-то боятся печь этот пирог, но я вас уверяю, что это очень легкий и вкусный пирог. И для того, чтобы нам приготовить пирог, нам понадобятся следующие продукты. Продукты для теста и продукты для начинки. Чтобы приготовить тесто, у нас будут следующие продукты. Значит, мука 300 грамм. Чайная ложка соли, столовая ложка сахарного песку, 1 яйцо, дрожжи, 1 чайная ложка дрожжей будет у нас, 180 миллиграмм молока теплого, 2 столовые ложки подсолнечного масла растительного и щепотка чайной соды. Для начинки нам понадобится 4 яйца, 6 столовых ложек сахарного песку и 500 грамм сметаны. И инструменты, которые нам понадобятся для замешивания теста и для приготовления начинки. Сковородка вот такая, будем выпекать пирог на сковородочку диаметром 30 сантиметров. Теперь мы начнем замешивать тесто. Возьмем молоко теплое. Заранее подогрела я его. 1 яйцо. Размешаем все это. Чайную ложку сухих дрожжей. И все это размешиваем. И возьмем чайную соду на конечке ножа. Смотрите. И начинаем добавлять муку. Так, дорогие друзья, нам надо просеять муку и добавить туда соль. Добавляем постепенно и размешиваем. Еще пару ложек добавим. Муку я всегда просеиваю. Размешиваем. Я вам показываю. Замешиваем тесто до тех пор, пока тесто начнет отставать от ваших рук. Не будет прилипать. Вот видите, как бы не прилипает. Значит, еще замешиваем. Вот у нас тесто уже хорошее. Муки у нас достаточно. Больше муки не надо будет. Когда вымешиваете подольше. Вот если у вас пристает вот так вот тесто к рукам, вы тупым концом вот так руки раз и почистите, чтобы вам не мешало. Тупым концом ножа, не острым только, то порежетесь. Вот. Вот такое тесто у нас должно получиться, мягкое. Видите, какой он эластичный. Крутой не нужен. И теперь я хочу его отбить. Как всегда. Я всегда тесто отбиваю уже. Побьем немножко. Как всегда, чуть-чуть подсолнечного, сливочного не надо, только подсолнечным маслом смажем наше тесто. Так вот скрываем, натягиваем. Закрываем полотенцем. Закрыли полотенцем и убрали в теплое место, чтобы у нас тесто поднялось где-то на час. Будем периодически смотреть и проверять, насколько у нас поднялось тесто. Где-то час-полтора пройдет. Взять сметану, которую мы заранее достали, чтобы она у нас была теплая. Выложить все в посуду. Выдавить все
У нас тут будет 500 грамм. Взбить яйца. Смешаем. Мешать сильно не надо взбивать. Тихонечко, осторожно. Постепенно подсыпаем песок. Периодически помешивая. Сахарный песок подсыпаем чуть-чуть. Не торопимся. Когда тесто подниматься, можно эту смесь, начинку нашу приготовленную, можно поставить куда-то в теплое место, просто на столе где-то поставить. В холодильник уж нежелательно поставить, потому что оно будет холодным, а когда мы зальем пирог, тесто не любит холодный, оно будет очень тяжело подниматься в духовке, и поэтому пусть оно стоит. Тесто наше подошло. Вот наше тесто уже готово. Я смазала сковородочку маслом. Смазала так, чтобы вот самую нижнюю часть, а бортики я не мазала, чтобы вот когда намажете бортики маслом, тесто положишь, оно начинает спадать. Чтобы у нас тесто не спадало, я намазала только дно. Бортики я не мазала. Начинка наша стоит. Теперь мы будем стряпать наш пирог. Тесто. Вот где-то получилось у нас вот такое. Теперь нам нужно его раскатать. Вот видите, это на 180 миллиграмм молока. А если вы больше положите, 200, то у вас еще больше тоже теста получится. Я думаю, что не нужно этого делать. Берем нашу сковородку и выкладываем наше тесто. Так, аккуратненько. Так, вот. Аккуратненько. Так, поправьте, чтобы поровнее было. Заранее я включила духовку. Она у меня уже греется. На выпекание на низ и наверх. Вот наша начинка. Теперь будем выливать начинку нашу. Я ее еще раз помешаю. Так. Вот покажу. Вот смотрите. Теперь я выливаю осторожно нашу начинку. Это наша сметана, яйца и сахарный песок. Теперь самое интересное. Нужно сейчас нам оформить этот пирог. Мы берем ножницы и делаем вот такие надрезики. Вот смотрите. Я так беру и надрезаю круговую. Вот смотрите. Это очень легко. Зато у вас пирог такой будет красивый. Самое интересное. Смотрите внимательно. Я беру двумя пальцами, вот так два хвостика держу, а один хвостик вытягиваю и накладываю на начинку на нашу. И вот так, чередуя. Можно где подправьте. Теперь вот эти хвостики, которые у нас вот торчали, вот мы их вот так придавим немножко пальцем. Дать постоять вот этому пирогу, вот уже заготовки нашей, где-то минут 5. Мои друзья, вот духовка у меня нагрелась, выпекаем на верх и низ, чтобы у меня выпекалось и сверху, и снизу одновременно. Ставим теперь наш пирог, нашу красоту в духовку. Вот смотрите, какая красота. Осторожно ставьте. И выпекаем в течение 30-40 минут, не открывая духовку. Будем смотреть, как у нас будет выпекаться. Пирог должен подняться еще сверху, вот эта начинка. Она потом сядет. У нас уже прошло 15 минут. Видите, как наши бортики приподнялись.
Дальше будем наблюдать. Так, вот наш пирог испекся. Вот такой момент хочу сказать. Все-таки, когда будете печь пирог первый раз, не ставьте на 200 градусов, поставьте на 180. Вот в конце, где-то за минут, за 5, за 10 я убавила до 160. Вот теперь мы достаем наш пирог. Все, можно выключать. Выключили. Вот я теперь что? Вот я достаю свой пирог. Вот он немножко приподнялся, он должен приподняться, он сейчас немножко опустится, я вам покажу, какой он будет. Дорогие друзья, вот наш пирог испекся, вот у нас получился такой красивый сметанник, а вкусный, а запах идет обалденный. Пирог наш испекся, вот я его нарезала и чай налила, так что приятного вам аппетита!